Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. 7 декабря исполняется год нашему каналу. Уже год, как мы собрались здесь, чтобы, объединившись, спасать. Дарить жизнь тем, у кого почти нет шансов выжить в минус 50-60 градусов среди океана равнодушия. За этот год спасены, вывезены, вылечены и пристроены десятки и десятки хвостиков. Жаль, что нет времени на статистику. То встречи, то отправки, операции и снова встречи. Нет ни сил, ни времени на подсчеты. Мы постараемся в ближайшее время подвести итоги и порадовать нас с вами цифрами, за которыми стоят лохматые жизни и их счастливое будущее. И хочу снова напомнить вам, друзья, о нашем новом канале, созданном специально для приветов из дома. Это очень важная информация для всех, кто неравнодушен к хвостикам, кто помогает и хочет знать, как сложилась судьба того, кому вы послали помощь. Пока там немного видео, но мы будем стараться. Пристроенных в семьи за эти годы много, очень много. Подписывайтесь и радуйтесь вместе с нами. Ну а наша Капочка, которая недавно прилетела в Москву, она выздоровела, и ей нашлась замечательная семья в Москве. После знакомства на передержке Капа уехала к прекрасной нашей подписчице Ларисе и ее сыну. Желаем им всем здоровья и благополучия. Будь счастлива, наша милая Капочка. Вот уже все. Любовь навеки, да, у вас? Поедем. Там выйдешь прям на У мозаику. нас место Да. А там налево. откормимся, да? Друзья, вы помните Лонда? Вчера у него прошла операция. Глаз не удалось спасти, его уже не было. Он прилетел уже с вытекшим глазиком. Поэтому пришлось зашить глаз, обработать, чтобы он не натирал, чтобы он не воспалялся. Операция прошла успешно, но операцию нам сделали в долг. И мы должны 13 тысяч заплатить в глазную клинику. Друзья, помогите нам, пожалуйста, оплатить. Нога, которая тоже была у него порвана, воспалена, она зажила, слава богу. Обошлось без операции. С ногой все замечательно. Осталось только оплатить операцию за глаз. Помогите, пожалуйста, друзья. Теперь о трехлапиках. Мы показали их с надеждой, что найдется бедолагам дом, сразу дом, а не передержка. Вот, например, Вики. 2-й год девочка живет на передержке. Желающих ее взять нет, она трехлапая. Пиарим, но без результата. За те деньги, что уходят на содержание Вики, мы могли бы спасти, вывести и пристроить 3, 4, 5 хвостиков.
то есть спасти от гибели несколько собак. И это, друзья, суровая правда нашей жизни. Поэтому, показывая Руту и Смоки, я надеялась на то, что найдутся добрые руки, пожалеют и дадут уголок бедолагам. Руту, возможно, заберет наша Татьяна, подписчица. Сейчас решаем этот вопрос. Но на Смоки не было ни одного отклика, нет желающих приютить. Можно, конечно, найти Смоки платную передержку, которая будет стоить порядка 10 тысяч в месяц, при условии, что будут финкураторы и какая-то ежемесячная помощь будет поступать, но только регулярная. А сколько будет пиариться, год или два, мы не знаем. Не особо кто желает взять трехлапую собаку. История Джема. Спасаясь от злых сородичей, Джем прибился к аэропорту. Ранним утром в 5 часов волонтеры увидели его, отправляя собак в Москву. Забрать его в то утро не удалось. На следующий день на отправку приехал Игорь и тоже обратил внимание на бездомного красивого парня. Дал ему поесть, снял на телефон. Ну вот что делать? Добрый, дружелюбный, скромный. Разве он выживет? Попросили Игоря забрать к себе до самолета. Друзья, помогайте. Очень нужна ваша помощь. Ситуация отчаянная. Нужно оплатить и передержку, и дорогу тем, кто живет на уличной передержке. А там уже минус 40. Заправки. Маленький, хороший, такой молочного цвета. Кушай, косточки, кушай. Осталось тебе от твоих друзей тоже. От бездомышей. Кушай, мой хороший. Кушай. Косточки вкусные, кушай. Кушай, мой хороший. Кушай. Хороший мальчишка. Кушай. Вкусные косточки. Там мозг внутри. Кушай. Кушай. Кобелек это. Вот бирочкой. ППЖшник. Ну не агрессирует, не с костью подпускает. И этих не трогает. Кушай. Кушай, мой хороший. Ну думай. Что такое-то? Там занимается там делами. Мальчишка. Мальчишка. Ну, кушай, кушай. Ой, вкусно, вкусно, кушай. Ой, вкусно, вкусно, кушай. Кушай косточки свои. Кушай косточки. Нельзя. Я не знаю, какие слова еще сказать, чтобы вы отозвались. В Якутске начались морозы. Погибнет много бездомышей, слабых и гладкошерстных, коротколапых. Мы спасаем, кого можем, кого успеваем. Без вашей помощи спасение остановится. Друзья, кто сколько может, пожалуйста, помогите их вывести. Ведь спасение идет практически ежедневно, и нам постоянно нужна ваша помощь.
Помогайте, пожалуйста, друзья, очень вас прошу. Ведь им очень холодно. Очень. Друзья, без вашей помощи спасение у нас остановится. Помогайте, пожалуйста. Нельзя останавливать. Зима только начинается.